Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 11 января 2023 года. 21:00 по Берлину, 23 по Джахару. Я вас витаю, друзья. С вами Аслан Арцуев на канале Human Rights Center Ичкерия. А временно на этом канале, так как наш основной канал реалити забанен. Наверное, еще завтра, послезавтра уже можно будет и там. Так, Маш Вовель, Войнах, Натик и все остальные. Анархист Довели, ва алейкум ассалам. Все будет Ичкерия обязательно. Убедительная просьба, напоминает анархист, конструктивного полилога, не забывать не забивать чат беспредметной перепиской, чтобы не усложнять Аслану двухстороннюю связь с нами. Анархист, большое тебе спасибо. Башкал. Так, друзья. Леди Шавига Машволь. Всех вас приветствую, друзья. Дик Меледеш Нох Чижери Вежди. Так. Так, Машволь. Элиса Машволь. Так, друзья, за прошедшие сутки, 13 часов назад, Генеральный штаб Збройных сил сообщает о потерях фашистов в Украине. 490 уничтожено. Итого их стало 112 960. 10 танков, 5 боевых бронированных машин уничтожено. 5 артиллерийских систем и 3 РСЗО, 2 БПЛА оперативно-тактического уровня, 9 автомобильной техники и цистерн и 1 спецтехника уничтожена. С чем я вас всех поздравляю, друзья. С чем я вас всех поздравляю. Так, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, распространяйте ссылку на наш стрим, друзья. Так, алейкум салам, Хамзат, Эдам, Заур, всех я вас витаю, да. Маштуэль, Ладуар, давай, бо. Так, алейкум салам, Заур, всех приветствую, друзья. Начну с основной новости сегодняшней, которая звучит во всех фашистских на всех фашистских СМИ из всех, что якобы они взяли Солидар и так далее. Нет, только что информация поступает, что бои продолжаются за Солидар. Солидар, большая часть находилась в руках фашистов уже давно, уже несколько дней. И пока еще весь Солидар под контроль фашистов не перешел, и неизвестно, перейдет или нет. Террористы подтягивают новые силы, потери несут огромные, подсчитать даже невозможно, сколько там уничтожается террористов. В основном принимают участие в этом, как сообщают нам украинские средства массовой информации, террористы зэки из ФСБшной банды вагнеровцы, Вагнера. Ну вот, как-то так дела обстоят, друзья. В любом случае, нам очень много рассказывают, что как будто они взяли какую-то там супер территорию, какое-то очень важное стратегическое место. Не знаю, для чего вновь и вновь они посылают своих вот этих террористов, которых украинцы косят только так. Но даже если они возьмут Солидар, о котором они так много говорят, это как бы ничего не решает. Абсолютно никакой пользы, такой практической пользы от этого нет никакого. Нет никакой. Русские террористы, вот я выкладывал видео, террорист Патрушев начал говорить, что это американцы виноваты в том, что они напали, что это в Вашингтоне приняли решение. Я не понимаю, у них шизофрения или какое-нибудь там раздвоение, как
при шизофрении, раздвоения личности. Они не понимают, что происходит. На первый взгляд так может показаться, но на самом деле они просто готовятся к трибуналу, к суду. Их будут выкидывать из ООН, как страна, которая совершила агрессию. Также они будут привлечены к ответственности. Но если агрессия будет их законной, скажем так, да, вот американцы их вынудили, вот если бы они сейчас не напали, то на них напали бы и так далее, то последующие за этим действия, да, если акт агрессии, можно сказать, в соответствии с международным правом был законен, то все последующие действия уже можно как-то более удобнее будет им защищаться, скажем так. Все последующие действия это только вот стечение вот тех мер, которые они принимали для защиты своего государства и так далее. И мы можем сказать, что они готовятся к трибуналу. Без сомнения, они это знают. Доброй ночи, Анатолий. Ассаламу алейкум, Мессиру. Алейкум ассалам. Не подглядывая методичку, выучить надо и с выражением рассказывать, не экать. Маруся мне пишет, у нее 88 стоит. Марусечка такая, фашистская Марусечка зашла сюда нам рассказывать, что я подглядываю методичку. Ты плохо учил текст. Ну, я его вообще не учил, скажем так, потому что нет никакого текста. Но русским фашистам, вроде такой Маруси, это не доказать. Маруся моросит. Да, Маруся моросит. Добрый вечер, Нат. Кто у нас еще? ГПУ Турк. У них виноват кто угодно, только не они сами. Евреи, чеченцы, американцы, мусульмане в целом. Да, совершенно верно. ГПУ Турк. Давно тебя не было до ГПУ. Рад, что зашел. История повторяется. Когда-то Советский Союз напал на Финляндию, и за это его выгнали из Лиги наций. Да, Заур. Но здесь, мне кажется, будет не просто изгнание из Организации Объединенных Наций. Здесь должно быть что-нибудь более существенное произойти. Террористическая банда ФСБ должна быть осуждена. Российское, фашистское, несостоявшееся, фашистское, но несостоявшееся государство должно быть разделено на несколько государств, чтобы люди, живущие в этом ГУЛАГе, получили свободу, долгожданную свободу. Так, Аслану, алейкум салам. Сколько нынче платят за разжигание межнациональной розни, мне говорит Маруся 88. Но, к сожалению, Маруся, во-первых, да, скажем так, разжиганием межнациональной розни я не занимаюсь. Я занимаюсь констатацией действий фашистской России, которая напала на суверенное независимое государство, которое эта же фашистская Россия признавала долгое время, на протяжении 3 десятков лет, почти 2,5 десятков лет. И мне никто не платит за то, что я делаю. Большому сожалению. Большому. Делаю это бесплатно. Забор вокруг России. Анатолий, я согласен на забор, если из фашистской России мы всем миром освободим Ичкерию. А так не очень, да. Россия тюрьма народов, Китай концлагерь народов. Ну, то же самое, я бы сказал. Россия ГУЛАГ народов и Китай тот же ГУЛАГ. ГПУ Туркс, Аслан, валай, я на канал зайти не мог просто. Я подписка, ты пропал. В поиске никак. В поисках, где, куда делась? Ты удалил. Ты удалил. Я не успел дочитать. Да, Маруся пускай идет на площадь. Да, пускай за своим кораблем она идет.
друзья. Да, правильно, пускай Маруся отдохнет, правильно. О войнах. Гони ее к чертовой бабушке. Aslan hoş, Ayaskı, Asaynd и Йоц. Договорились, договорились. Договорились, друзья. Так, ассаламу алейкум. Ассалам, мне бы твои нервы, алейкум салам, и твое спокойствие. Аздажину, молодец, война. Спонсор, я не знаю почему, вы, наверное, меня так подбадриваете. Нервов у меня уже не осталось. Ну, спасибо за поддержку, да. Так, а так, в принципе, я привык, конечно, к тому, что они говорят, уже это меня уже даже не задевает нисколько. Хотя они стараются, отвлекать стараются. Ну, это хорошо, они заходят, например, вчера или когда позавчера зашел какой-то провокатор ко мне сюда и начал тоже на меня ложь очередную возводить. Я ему говорю, давай зайди, пообщаемся. Не зашел. Вот у нас, напоминаю, идет в ТикТок и в YouTube стрим у нас идет. Не зашел. Но зато мне напомнил случай очень хороший, и который был связан с тем, что здесь есть братья Абдурахмановы, как нам сообщают, что вот этот старший брат, который работал в прослушке во время активных боевых действий, прослушивал наших партизан чеченских и переводил их речь русским террористам. Мы знаем, что в начале 2000-х, в середине 2000-х и до конца вот на телефонах у нас очень много ребят погорело, молодых особенно ребят, потому что мобильные телефоны не умели пользоваться, не знали, как все это работает. И много людей погибло. И вот этот Тумсу Абдурахманов занимался именно прослушкой этих партизан. И сейчас он сейчас находится под следствием у нас здесь в Германии. И я полагаю, его и осудят сперва, отсидит здесь срок, потому что здесь не задерживают просто так. А если задерживают, то имеют на это веские основания, которые они могут предъявить суду. И потом, наверное, этого пропагандиста, врага чеченского народа отправят к себе на родину. Так вот, этот человек зашел, по всей видимости, это его брат был, напомнил историю про то, как они мешали мне и моим товарищам проводить митинг, пытались помешать проводить митинг перед Генеральной прокуратурой, перед прокуратурой в Берлине, точнее. И тогда как раз они хотели провести, они хотели совершить провокацию, чтобы под каким-либо, например, они хотели, чтобы произошла драка, допустим. Потому что вот эти братья, видя один его брат пришел на одно мероприятие, я еще раз просто расскажу, чтобы было понятно. Было мероприятие правозащитное в Берлине, и вот сегодня должно произойти это мероприятие правозащитное, которое проводилось в одном из музеев в самом центре Берлина, Checkpoint Charlie называется, это раньше там проходила стена берлинская. И там они сказали, что мы этого брата побили. Хотя наоборот, мой брат его успокаивал, наоборот говорил, успокойся, и никто его не хотел бить, но тот провоцировал своим присутствием. Они ранее оскорбляли меня, и мой брат посчитал, что может задать вопрос, почему вы оскорбляете нас. И здесь старики, там чеченцы были, правозащитники, там мой отец там был. И этот человек между нами проходил и не здоровался. Ему сказали, ты как бы проявляешь неуважение, тут вы оскорбляете. И его брат, вот этот Тумсу Абдурахманов, начал рассказывать, что его брата избили. И туда съехалась чеченская молодежь. Там была независимая, свободная молодежь, а были еще агенты, которых я ранее видел на разных митингах. И потом я уже вычислил, что это агентура российская. А на второй день у нас перед прокуратурой митинг. А ситуация была такая. Германия
после того, как убили Зелимхана Хангашвили, задержала террориста Вадима Красикова. И если вы помните, вот только сейчас Германия начала называть вещи своими именами в отношении России, террористов Путина и других. И Путин сразу же выступил после задержания этого террориста Вадима Красикова, который убил чеченца Зелимхана Хангашвили в центре Берлина, и сказал, что это бандитские разборки. И дал команду своей агентуре здесь, в Германии, чтобы все двигалось вот в этом направлении, что убийство Зелимхана Хангашвили это не политически мотивированное преступление. А если политически мотивированное преступление, то есть террористический акт, то этим занимается Генеральная прокуратура. Если же это просто убийство какое-то, разборки бандитские и так далее, то это обычное убийство, и занимаются этим обычная прокуратура Берлина. И мы долго прождали, по-моему, 2 или 3 месяца. Дело было в подвешенном состоянии, 2 месяца где-то это было. Германия никак не могла принять решение, как же квалифицировать это преступление. Преступление это политически мотивированное или нет. Стоит ли за этим убийством государство или нет. Вот так стоял вопрос. И мы посчитали нужным, что нам нужно собраться и заявить о том, что это преступление политически мотивировано, это террористический акт, совершенный фашистской Россией, и мы должны потребовать справедливого судебного разбирательства. Для этого расследования для начала. И по какой статье квалифицировать. И вот это весы, чаша весов вот так стояла. Силы определенные хотели это сделать обычным преступлением. На самом деле это было, и суд это потом подтвердил, суд именно после приговора Вадиму Красикову лишения свободы пожизненно, без права обжалования, подтвердил, что за этим убийством стояло правительство России, то есть Российская Федерация. И вот когда мы должны были на второй день пойти, вот этот брат Тумсо Абдурахманова на ровном месте, мы вначале, я лично не понял, что произошло, потому что пришел человек, причем этот брат его, Магомед, который проживает в Мюнхене где-то там, в Баварии, он сдался там у него, попросил он убежище политическое. Он не имел права выезжать со своей земли, вот с этой Баварии, до того, как ваше дело не будет рассмотрено. Это не очень серьезное правонарушение, за это там полагается штраф, но если вам сказали не выезжать с земли, вы должны находиться на этой земле. И каким-то образом, зная, что я об этом говорил, я всем писал, что мы должны выйти на митинг, мы должны сперва пойти на вот этот съезд вот этих правозащитников, вот я не помню сейчас число точно, а на второй день я запланировал сделать митинг. И туда пришел этот брат, хотя он там ни слова не говорил, не выступал, просто сидел и провоцировал своим присутствием. Он нас провоцировал, мы что-то должны были сказать, мы так и сказали, точнее мой кузен ему что-то сказал. И в итоге подняли такой вой по всему интернету. И приехали молодые люди, в итоге обошлось без конфликта, без ничего, потому что повода для конфликта не было, так как эти слишком переврали, что избили его брата там и так далее. А когда люди приехали, никто не бьет, наоборот успокаивает этого очень, правда, сильно испугавшегося брата, но потом он уже осмелел, когда понял, что его реально никто бить не будет. Но когда его вывели на улицу, тогда он очень сильно испугался. И мы провели эту акцию, несмотря на это, несмотря на то, что они пытались ее сорвать. И, о чудо, немецкая прокуратура передала дело, которое было у нее, передала дело в Генеральную прокуратуру, и дело возбудили по статье убийство, политически мотивированное убийство, то есть террористический акт. И что я хотел сказать, что вот когда они заходят и начинают провоцировать
проходит время, долго они продолжают здесь пропагандой заниматься, и люди начинают забывать, а я в этой каше варюсь, я постоянно имею дело с этими разными фашистскими, ФСБшными террористами и пропагандонами. Поэтому мне виднее на самом деле, что происходит. И они мне тут напоминают, у них хватает наглости еще мне заходить, там что-то говорить. И вот в итоге полезно иногда, когда они заходят сюда и начинают какие-то вещи тут пытаться нам доказывать или объяснять. К большому сожалению, многие не понимают, ну не то что многие поняли, кто такой вот эти братья, кто они такие, но при всем при этом есть чеченцы, которые они не работают на российские спецслужбы, но они полезные идиоты, скажем так. Они подпадают под пропаганду и начинают действовать так, как хотели бы вот эти пропагандоны, которые их используют. Поэтому мы вновь и вновь будем об этом говорить, будем напоминать. Сейчас сидит этот, под следствием находится этот Тумсо Абдурахманов. И опять тишина, никто ничего не говорит, такое пропало. Кстати, это был большой ваххабит, который строил шариат, который против всего, что не соответствует исламу. Сейчас почему-то стал демократом, по самый последний момент перед посадкой успел стать демократом. Но и это не смущает его последователей. Но я так полагаю, что в основном полезные идиоты, ну или полностью отбитые просто молодые люди или очень молодые детвора, ну или же их коллеги по цеху. Так что вот как-то так. Поэтому пишите, я буду еще вас разоблачать, я буду о вас говорить. Это очень полезно, что вы заходите и говорите такие вещи. Это только один эпизод вот этого человека, которого я вам сейчас рассказал, этого блогера. Он не один такой, есть другие блогеры, которые тоже вокруг него ошиваются, которые прекрасно понимают, где он работал. Я много фактов выкладывал ранее, еще в самом начале, когда я разоблачил эту банду ФСБшных засланцев сюда в Европу, которые нам тут рассказывали про шариат, халифат там, и так далее, и так далее. Таким образом, они отодвигали наше государство от признания его международным сообществом, для того, чтобы нам никто не помогал. Потому что если мы представляемся шариатчиками, халифатчиками, то Запад, который уже навидался ИГИЛа, Аль-Каиды, кого там, Талибана, они не хотят иметь с такими людьми дел, а эти люди именно вот нас пытаются позиционировать именно такими, не демократами, которыми мы являемся испокон веков и в соответствии с нашей конституцией Ичкерии, а какими-то людьми, которые там строят какой-то халифат. Причем никакого примера наподобие какого государства они будут строить, они об этом нам не сообщают. Это делается для того, чтобы нас оставить под пятой русских террористов. Многие, опять же говорю, не многие, некоторые товарищи этого не понимают, но мы будем пытаться доносить. Его тетя в ФСБ в Ленинграде работает. Ну, возможно, да, я знаю, что есть информация, что тетя Тумсо Абдурахманова работает в ФСБ, не знаю, ленинградская ФСБ или нет, но я знаю, что именно Санкт-Петербургская ФСБ большая часть занимается Чеченской Республикой. Именно Путин и Патрушев оттуда. Вот как-то так. Так, давайте почитаем ваш комментарий. Кстати, я смотрел его ролики после того, когда ты подметил, что он не ругает Путина. Ну, после этого они иногда начинали говорить, потому что я их вынуждал говорить, разоблачал, и они вынужденно говорили. А так вы все ролики просто посмотрите. Это, знаете, если бы украинские блогеры говорили не про Путина, например, а говорили про Пушилина. Я ничего против не имею, чтобы украинские блогеры говорили про Пушилина. Но если бы их все видео начинались
Пушилин, 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 это съел Пушилин, это сделал Пушилин, то сделал, и не говорили бы про Путина, Патрушева, про ФСБ, про Россию, то, наверное, у нормального, здравомыслящего человека закралось бы подозрение. Но почему-то у некоторых чеченцев оно не закрадывается. Не знаю почему. Человек управляет эмоциями, а не эмоции человека. Поэтому спокойствие и здравый рассудок. Дуже дякую за совет, за наставление. Так, пойдемте дальше. И реально он редко делает. И другие тоже. Вот Хасан Халитов появился. Сейчас тоже говорят, он сидит где-то в Турции, я не знаю. Подозрительно посадили его, когда Эрдоган встретился с Путиным, и они говорили про ситуацию с кадыровцами, которых там пару раз побили в Турции. И почему-то пропал Хасан Халитов. И поэтому я не верю. Я не знаю Хасана Халитова, я не знаю, что это за личность, откуда он появился здесь. Но этот человек то же самое занимался, вот Вован и кто там есть, Димон и Вован, что ли, которые по телефону там звонят и несут разный бред. Вот этот человек занимался приблизительно тем же самым. Откуда у него телефоны кадыровцев появлялись, почему он только кадыровцев ругал и так далее. Тоже могу сказать про других блогеров, которые есть. Почему-то говорят все время про Кадырова. А Кадыровым одна оккупация чеченцев, чеченского государства не заканчивается. Кадыров не убил 300 тысяч граждан Чеченской Республики Ичкерия, хотя он убил тысячи, но не сотни тысяч, что сделала русская бандармия и фашистская ФСБ. И когда ты им говоришь, говори об этом, они об этом почему-то не хотят говорить. И у меня закрадывается мнение, подозрение, что эти люди работают по определенной программе. Цеховики их еще называют. За драку посадили этого бедолагу. Я не верю, что он за драку посадили, там за другое его посадили. Я с ними на их языке разговариваю, и я знаю этот русский язык лучше многих русских. Асан, сан цедиз эл бусаудин отменит дирмадац ходин доча ад авиз. Асан, сан цедиз эл бусаудин отменит дирмадац ходин доча ад авиз. Я не понимаю, что ты хочешь этим сказать. Я понимаю, что ты не понимаешь, что я тебе говорю. Поэтому ты пишешь вот непонятный какой-то набор слов. Бусалбдин. Причем здесь Бусалбдин или не Бусалбдин. Речь о государстве идет. Если ты хочешь жить, где там Коран, хранитель Корана и Сунны, там все такое, ты можешь ехать к Кадырову, там все нормально с религией. Там можно молиться. И живи там. Почему ты говоришь эти вещи, несмотря на то, что я вновь и вновь пытаюсь объяснить, это говорит о том, что либо у тебя чуть-чуть отстает развитие твое умственное мышление, либо ты целенаправленно работаешь на тех, кто не хочет, чтобы мы свое государство создали и остались под оккупацией России. По-другому это не объяснить. И думаю, тетя, наверное, его поставила на работу. Всем Кавказам, если... Наверное. Да, и там много чего. Почему не делаете эфиры на YouTube? Дэнни, я делаю эфиры на YouTube. Сейчас у меня идет прямой эфир в YouTube. Но это не на канале Реалити, потому что канал Реалити прилетел страйк, и у меня он забанен был на неделю. И я думаю, завтра, послезавтра уже... я смогу на том канале выходить. А сейчас у меня идет эфир на Human Rights Center Ичкерия. Как думаете, за что посадили? Я знаю за что, просто я пока не буду об этом говорить. Даже Мансур Старый говорил, что Тумсо в бане был с ФСБшницей русской. Это точно, валай. Да, я помню. Но это не смущает этих людей. Я понимаю зрителей, которые ни в чем не принимают участие. Если он что-то говорит, такие сплетни. Сидит человек и рассказывает сплетни про семью Кадырова, про детей Кадырова. Столько он может об этом говорить.
Это понятно. А вот я не понимаю людей, которые тоже блогеры, которые вокруг него собирались, на митинг вместе ходили, там есть Анзор, там Масхадов такой есть, тоже встречается, прекрасно все понимают. Вот этих людей непонятно. Ну, вернее, мне понятно, почему это делается. Другого просто объяснения нет. Зрителей понятно какие-то смотрят. И чеченцы его уже немногие смотрели, хотя были эти, как их, смотрящие там тоже были. Ну ладно. Новый канал как называется? Это не новый канал Ричи, этот канал называется Human Rights Center Ичкерия. Хорошего вам вечера. Спасибо и вам. Сухалвак Гушсан Цалилш. Оботиша. Мичалвак вишо. Халва лука. Твердец халвадер. Так, давайте вернемся. Просто буду время от времени напоминать, что вот эти блогеры-цеховики являются не просто какими-то болтунами и сороками, которые несут информацию нам какую-то. Они являются минами замедленного действия, которые нам завтра будут наносить вред. Хотя они сегодня наносят вред. Но мы этого не понимаем. Многие не понимают этого. Ну ничего. Так. Пойдемте почитаем комментарии. Асан слушала Сотника, он из Ютуба уходит. Да, я смотрел и знаю. Да, наверное, Ютуб себя дискредитировал полностью. Алейкум салам, Осман, машуаль. Асан, Китай 92% китайцы, все равно концлагерь. Да. Да. Так, ассаламу алейкум, алейкум салам. Как думаешь, у Кадырова со Сталином много общего? Я просто знаю и тот кавказцы. Ну, только это, наверное, то, что и тот кавказцы. Ну, и может, и жестокие. И больше я не знаю. Ну, алейкум салам, Питер Вольф, машуаль. Так. Хамзат, видимо, одна мать их грудью кормила. Или Шмаков и Тузик названные братья, а мать их ФСБ. Да, у них мать ФСБ. Да. Как только о нем начинают говорить, всегда задаю себе этот вопрос. Баня Тузика с ФСБшницей закалила его. И Дин Бюч ел и ФСБшный шныреш к орденах шаях дела йоил гумнаш яйц орденена. Шейл делал Кундальбаки Баки, это говорит, Кундальбак Баки. Российская агентура настолько боится Аслана, что никак не может отстать от его канала. То запрещают Россию, то страйки кидают. Запрещают, постоянно дискредитируют. Они сидят днем и ночью и про меня придумывают сказки. Стоит кому-нибудь появиться, например, есть такой антитеррор ЧРИ, как только появляется, он появился и начал, ну, вначале, правда, он этого не говорил, я сам удивился некоторым его высказываниям и вещам, как он начал себя вести, но начали говорить, что это я. Причем мы одновременно проводим стрим, он проводит у себя, я провожу у себя, и это их не смущает. И опять они об этом говорят. Ну, как-то так, да. Стараются, ребята, стараются, но, как говорится, нам легко, что бы они ни делали, мы говорим правду, и нам скрывать нечего. Кстати говоря, мне постоянно говорят, почему ты не воевал, почему ты там это не сделал, а где ты был, где ты жил, там, где работал. Я практически всю свою жизнь выложил в прямом эфире здесь в Ютубе. Хотя мне мои товарищи говорят, не говори о себе, не надо, там, и так далее, и так далее. Но я, чтобы показать, что мне нечего скрывать, я рассказывал о своей жизни и всегда отвечал честно на поставленные передо мной вопросы. В отличие от этих товарищей, у которых никто не задает никаких вопросов. Никто. Просто никто не спрашивает про их жизнь.
Никто не спрашивает, чем они занимались до, почему они занимаются этим, почему их каналы не запрещены в России. Да? Вопрос, почему, остается открытым. Так. حملوا استيتس حملوا ститас боа. Так. Салам, победу Украине, свободу Ичкерии. Салам, салам. Титас йоуто, титас сука, титас санлара. Титас вахалвекану, вавекану. Айдавара парагатуй. Так, надо было не в школу ходить, а бегать с автоматом. Да, не говори, Асанбек. Все видно невооруженным взглядом. Да, думающим Фрея видно. Теперь они будут пытаться очернить. Но они этим занимаются. Они этим занимаются. Так. Также есть такие братья Ингулбаевы. Их отец работал федеральным судьей. Сейчас они просто желанные гости на Кавказ-Реале. Их каждый чих, их какой-то митинг, их какое-то мероприятие Кавказ-Реале показывает. На американские деньги. Это Радио Свобода, Кавказ-Реале. И когда этот ФСБшный блогер пропал с радаров, выходит, у этих братьев Янгулбаевых, сыновей судьи, который судил чеченцев и который сейчас здесь в Европе находится, они дают какую-то информацию. Чечня похищен тот, задержан тот, и Кавказ-Реалии перепечатывает, потом их перепечатывает Deutsche Welle на русском языке. И пропадает вот этот ФСБшный блогер, который занимался прослушками наших партизан. И вот этот Янгулбаев, по-моему, не знаю, Ибрагим его зовут, что ли, какой-то из них, из этих братьев, говорит, что они точно провели расследование, не просто какая-то информация на слуху, что они провели расследование, продолжается расследование, что в него стреляли, он там ранен, там еще что-то там, или убит, убит, по-моему, речь об этом шла. Он убит или рядом кто-то убит, а этот вроде не убит или убит. Короче, такая вот каша. И Кавказ-Реале это перепечатывает. Вот этот адат. Но никогда ни Кавказ-Реале, ни Deutsche Welle, никто другой, не все они остальные вместе взято не произносят мое имя. Как и Путин не произносит, как и Кадыров не произносит, и все остальные. Для чего? Для того, чтобы не дать рекламу. Лишний раз, чтобы не заговорили, о, есть такой человек. Но нам все равно, люди думающие, как здесь правильно Фрея пишет, все прекрасно видят и понимают, поэтому мы должны как-то, моя задача, молодежь нашу, постараться хотя бы одного уберечь. Так. Глеб Вечерко. Уважаемый, смени бейсболку на папаху. Глеб, идешь ты за своим русским кораблем. Хорошо? Так. Так, ну зашли эти провокаторы снова. Понятно, да. И знаете, когда я их разоблачаю, они очень обижаются. Они говорят, что мне нужен какой-то хайп, мне нужно какие-то там. Они собирают деньги, они стригутся всех. Все вот эти блогеры собирают донаты.
вот эти братья Янгулбаевы, это Тумсу Абдурахмановы, они собирают донаты, пиарятся и так далее. И когда я их разоблачаю, они говорят, ты им завидуешь. Я говорю, вы на ФСБ работаете. Они говорят, ты им завидуешь. Ну, это клинический просто идиотизм. Да? Просто перевод такой, наглый перевод стрелы. Работать на ФСБ – это быть врагом чеченского народа. Причем прикидываться, не просто быть каким-то действующим офицером ФСБ, а быть агентом, внедренным в чеченский стан и притворяться нормальным чеченцем, который против фашистской России. И это никого не смущает, самое интересное. Так, обижаются немножко, обижаются, да? Так. Да, Астамбек. И Тузик Тегеретанец, изеритреш, твой новый. Ты-то сото, да, есть Тузик, а есть Чихпы. Анзор Масха лично говорил, что процентная информация, что стреляли в Тумцо несколько человек. И Анзор Масхадов говорил, и Ингулбаевы говорили, и Кавказ Реалии говорил, и Дольче Велле это перепечатывало. Мы все должны запомнить их, чтобы завтра они нам снова не врали. Потому что вот этот Кавказ Реалии нам рассказывает про Адат, что он имеет какой-то источник информации, чуть ли не на него ссылаются, что кого-то похитили, кого-то задержали там и так далее, и так далее. И тогда возникает вопрос, а если и эта информация была ложная. А я думал, почему они это сделали. Тоже очень интересный момент, если вы обратите внимание. Они говорили, сразу же пошла волна на то, что в него стреляли там, и все начали писать. А для чего? Убили, говорят, и это 100% теперь мы знаем, что это выдуманная информация. Я тогда сразу понял, на второй день я уже понял, что это выдумка, потому что ни одно средство массовой информации не сообщило, что погиб человек. А есть специальные криминальные журналисты, которые занимаются криминальными делами, и они сразу же оповещают. А здесь в Европе так нельзя убить человека, и об этом никто не узнает. Потому что тебя доставят в больницу, если ранен, потом в морг, это везде оформление документов, там везде все фиксируется, поэтому не скрыть это невозможно никак. Тем более, если это чеченец, тем более, если это враг Кадырова и так далее, поэтому сразу это становится очевидным. И для меня это было очевидным, но не для Кавказ Реалии, не для Deutsche Welle, это не было очевидным. И вот смотрите, что происходит. Когда его задерживают за преступление, которое он совершил здесь, в Европе, в Германии, местные власти, Русадат, вот эти Янгулбаевы, сразу говорят, его убили. Поддерживает их вот этот Масхадов Анзором, назвать имя, фамилию жалко. Хотя я его предупреждал, что не надо тебе вот этими вещами заниматься. Но это, видимо, не может он не заниматься. И они начинают об этом говорить. Это говорит о том, что им поступает одинаковая команда сказать. Ведь этого не было, этого факта. Правильно? Факта стрельбы у него не было. Но они об этом сообщают. Это делалось для того, чтобы, на мой взгляд, чтобы, когда его задержали местные власти, здесь в Германии, нужно было сделать так, чтобы немецкие власти, которые его задержали, немножко, скажем так, деликатнее относились к тому, кого они задержали. Может, это не очень, у них доказательная база слабенькая, может быть, да, у немцев, когда они его задерживают, у правоохранителей. И когда поднимается такой ажиотаж, полицейским вот этот шум, гам, он не нужен. И может быть там, чтобы отнеслись к нему более внимательно, да, чтобы лишнее чего-то не накинули полицейские, да, может такое тоже произойти, там, как-то безалаберно отнестись могут, да, как-то спустив рукава, как говорится. И это говорит о том, что и Янгулбаевы, и Тумсу Абдурахман, мы знаем, что это сыновей судьи, федерального судьи,
чеченского верховного судьи в Чеченской Республике работал их отец, которого Путин только имеет право назначить. А со времен НКВД, КГБ вся судебная система полностью под контролем НКВД, КГБ, сейчас ФСБ. Тумсо Абдурахманов тоже связан от ФСБ. И таким образом один куратор, кто-то им дал команду: скажите, что на него совершено покушение, нужно поднять ажиотаж. Им это удалось, поднять ажиотаж, начали об этом говорить и так далее. И это, видимо, делалось для того, чтобы оказать давление на немецких правоохранителей, которые задержали вот этого ФСБшного агента. Но я так полагаю, сейчас русские требуют Вадима Красикова, за которого Тумсо Абдурахманов и его брат так сильно заступались. Они просят обменять американского гражданина, который находится в России, на Вадима Красикова, который сидит здесь в немецкой тюрьме. Я предлагаю обменять Тумсо Абдурахманова на этого американского гражданина. Пускай мне не надо, пускай, чем в тюрьме сидит, лучше мы американца вытащим. Отправить его, но не Вадима Красикова. Я так предлагаю. Потом еще одна очень интересная деталь, которая связана с тем, что Янгулбаев приходит на мероприятие, вот этот парень, который Рус-Адат возглавляет, приходит на мероприятие, которое организовывает Ахмед Закаев, и ему дают слово. Ахмед Закаев очень сильно просит всех замолчать и дать ему высказаться. То есть человек судьи, сын судьи, суд, мы знаем, российский суд подчинен ФСБ, других там быть не может, особенно если это чеченец, который заступается, ложно заступается за Тумсо Абдурахманова, которого реально никто не убил, он говорит, его убил. Его Закаев приглашает, и есть Алимпаш Салтыханов, первый зам Закаева, который просто настаивает, чтобы дали слово вот этому Янгулбаеву. Таким образом, сидят три наших воина, ну или наши, которые сейчас Ахмедом Закаевым, который в Украине воюет. 3 человека сидят, ну 2 сидели, один отошел тогда. И на фоне картинка такая, выступает Янгулбаев, сидят воины, сидят Закаев и так далее. И потом я говорю, например, что Янгулбаевы, они не работают на свободных чеченцев, а работают на ФСБ. Я так думаю, я могу так заявить. И мне скажут, например, смотри, там Ахмед Закаев ему разрешает говорить. Там сидят воины, которые воюют. Их-то не уличишь ты в том, что они там не искренни в своих намерениях. А почему ты вот сейчас его обвиняешь? Какие у тебя доказательства, кроме того, что его папа работал там судьей? Ведь суд, как бы ты ж, сын за отца не отвечает, и как бы, может быть, отец работал, там и так далее, и так далее. Вот таким образом Ахмед Закаев выводит Янгулбаева на политическую арену, чеченскую политическую, вот эту нашу площадку выводят, которую мы, чеченцы, очень сильно распустили. Очень сильно распустили. Мы сейчас уже как бы в силу разных, конечно, обстоятельств, но мы на этой поляне позволяем пастись. Просто раньше у нас там через одного там мы могли ФСБшника видеть, а сейчас у нас сплошные просто гибнюки, и редко-редко кто из наших там чистых, незапятнанных там появляется. И вот таким образом Ахмед Закаев выводит вот этого человека и дает ему слово. Причем тот ничего внятного не говорит, просто говорит, когда ты уйдешь там и что-то такое сказал, и все. И для чего прийти? Надо прийти было публично это сказать? Нет. Нужно было, чтобы он это говорил, и весь зал молчал. То есть схавал, проглотил то, что человек судьи, который осуждал наших ребят, его сын выступает, и все молчат. И Закаев очень сильно просил, надо замолчать, надо замолчать, надо замолчать. И проглотили. Кто туда пришел, фактически съели это все и сказали, ладно, и так далее. Это вроде бы ничего может казаться, да, на первый взгляд. Сказал кто-то, милуэ отцу, я Закаев милуэ дусю. Сказал и сказал, да какая разница.
Но это имеет такой накопительный эффект, что со временем они будут фактически уже от имени Ичкерии, они уже говорят от имени Ичкерии. Они уже говорят, что мы Ичкерия, что мы говорим от Ичкерии. Понимаете? И стоит нам замолчать, и эти люди фактически без преграды будут спокойно пастись на нашей поляне, ичкерийской свободной поляне, за которую мы заплатили колоссальную цену просто, невероятно большую цену, в том числе и его отцу, вот этих Ингулбаева. Это вещи, которые мы должны разбираться, предупреждать и говорить об этом. Что бы нам это ни стоило, как бы нам это не было тяжело, мы должны днем и ночью добиваться этого. Причем Ингулбаевы получают через новую газету, которая тоже ФСБшная газета, которую возглавлял покойный Горбачев, хозяином точнее являются Горбачев и генерал Лебедев, генерал ФСБ Лебедев. И вот Милашина из этой газеты, она помогала, видимо, она им помогала выбивать гранты. Сейчас у них, видимо, не очень, но тогда что-то у них получалось, и какие-то деньги они получали от разных западных, американских или, не знаю, каких-то фондов они получали деньги. Поэтому нам, чеченцам, нужно научиться, что здесь, в Европе, ладно, нашу страну оккупировали, и мы вынуждены были уехать сюда, но нам здесь нужно научиться, что мы должны зачистить вот эту всю поляну от этой агентуры. Тогда, во-первых, нам будут доверять здесь, на Западе. Во-вторых, они нас не приведут опять в какое-нибудь болото, в которое они нас когда-то уже привели. Вот эти, кто работает на русских. И умой, астади, что? И мы должны доносить. И они сейчас там чуть ли не уважаемые там люди становятся на этой поляне и ведут вот такую деятельность. Так, давайте почитаем. Одним словом, вам всем нужен Кадыров. А вот именно вот под эту формулировку нас и подгоняют, чтобы вот нам оставили, что вот нужен Кадыров и никто другой. Так. Муслима Султанова, а твоя боевая подружка на кого работает? Ты о ком, Муслима? У меня есть боевая подружка. Да, редкостный бред. Асна, рассказываешь их ходы на 10 шагов вперед. Да, леди, я немножко уже въехал в тему, и я уже разбираюсь в этой нашей поляне, причем с ограниченной информацией я это делаю. Но есть, слава богу, настоящие чеченцы, настоящие свободные люди, которые знают очень хорошо. У них немножко им не хватает теории, может быть, но практику они знают очень хорошо. И, соответственно, эти люди меня, можно сказать, мои ангелы-хранители, мои путеводители в этом деле. И некоторые вещи я уже начал получать от них информацию. Но это люди, которые сражались, и на их теле нету там части тела, где бы не было осколка или пулевого ранения и так далее. И они многое знают, просто они пока молчат. Но когда они начнут говорить, некоторые пожалеют, что они сейчас так себя ведут. Они думают, что все обойдется безнаказанно. А я говорю, не обойдется. Все будут привлечены к уголовной ответственности. Все, кто потакает ФСБ, кто работает на ФСБ, кто работает против чеченского государства. Все люди, мы вас знаем, мы вас будем привлекать к ответственности. И не делайте так, как будто это
ничего сейчас не произошло, весь мир меняется, и вам придется отвечать. Вы должны понимать, вы же ради денег это делаете, другого просто повода этим, чем вы занимаетесь, нету просто. Поэтому вы должны понимать, что денег вы уже себе заработаете только на посылки в тюрьму. Поэтому вы должны сейчас же, я предупреждаю всю вот эту агентуру, которая работает, не делайте свою работу так рьяно, как вы делали. Безнаказанно уже ничего не будет. Уже все, закончилась лафа. Вы глубоко ошиблись. Не усугубляйте свое положение. Аслан Дикхаду, что многие знают, кто есть кто. Они хотят забыть старую и начать с нуля. А так не получится, Аслан. Говори почаще, делай чаще стримы, пусть люди знают, кто они. Много информации иногда и мешает, Аслан. Этого минимум инфо тебе хватает. Наверное, ты прав в определенной степени, Хамзат, потому что много информации, она сбивает с толку, когда, а там они как запускают? Они запускают, например, какую-то программу, да, какую-то линию, и одновременно с ней запускают прикрывающую, одну, вторую, третью, чтобы нас запутать, чтобы мы не могли понять. Причем они как делают? Они могут запустить сперва ложную программу, свою специально подготовленную программу, ложную, очень агрессивно, массивно, чтобы на нее обратили внимание. Они ее запускают. И когда мы обращаемся на это внимание, сразу выявляем там это, третье, десятое, все, понимаем, что это уже разводка, очередная спецоперация их, спецмероприятие их. И тогда уже рядом вот аккуратненько проходит, параллельно проходит уже настоящая цель, которая идет. И это все нужно заметить. И когда у тебя слишком много информации, да, реально можно запутаться. И можно подумать, ага, вот я поймал правильную версию для своего расследования. И в итоге можно уйти далеко и прийти в тупик. И поэтому, наверное, да, наверное, нужно было со свежими мозгами прийти сюда, с незашоренными глазами, вот этой дезинформацией и обманом их, чтобы начать это все раскапывать. И мы раскопали определенно для себя, по крайней мере, я уже достаточно сделал выводы. Так, слава Украине, слава свободничке, героям слава. Так. А ты на кого работаешь, говорит? Я на чеченский народ работаю. Ты сторонник Америки, говорит Биг Даг, а ты сторонник фашистской России, Биг Даг. Я сторонник Америки. Так. Милтон Фридман. Аслан, этот Айтукаев, у персонаж видишь. Но я этого персонажа не знаю как таковой. Я знаю только вот его агрессивные выпады на меня. Обещал приехать, ну вот я уже жду, уже который год. Его на меня натравливает Джамбулат Сулейманов. Потому что стоит мне слово сказать про Джамбулат Сулейманова, вот этот Айтукаев выходит и начинает на меня гнать разный бред. Причем как сапожник материться и так далее. Но я могу сказать, что о нем говорила прокуратура, так называемая почему-то. Что вот этот Айтукаев на задание куда-то был отправлен, вот это сообщает Закаевская вот эта группа, что его отправили на задание куда-то в Россию, и там он сдал всех своих соратников, с которыми он выехал. И потом есть видео, где он говорит, что он ходил по Грозному и кричал «Дудаев козел» там и так далее, и так далее. И им дали русский грузовик какой-то, Урал что ли. Русские не дали бы никогда никакой грузовик никому, не имея на то у них какого-то веского основания. Поэтому, ну вот, делать выводы, кто он и что он. Да? Вот и все. А так они, конечно, представляются там защитниками Ичкерии, воевавшие там туда-сюда. Человек из правительства Ахмеда Закаева, который предлагал мне работать на русскую разведку,
он тоже говорил, что он очень сильный там боец, ичкерийц, там у него там много заслуг и так далее. А потом, когда он мне предлагал работать на русскую разведку, он мне рассказывал, что он заходил в Ханкале там, к какому-то генералу и там с ним разговаривал, чуть ли не на равных получал задание. У него был вот этот псевдоним, как его, Мелорис, Джеймс Бонд. Ишнамухлаш. Так, давайте дальше. У тебя о твоем прошлом спрашивают те, которым ты мешаешь. Таким образом пытаются очернить перед народом. Они их работники. Им неудобные вопросы некому задавать. А если кто-то из народа их сразу блокирует, наверное, да, ты имеешь в виду? Да, ну я... Да, зависть плохая вещь. Да, Фрея, зависть нехорошая вещь. Так, принц Флоризель говорит, что его убили. Нет, нет, и слезу пустил. Все они из одной конторы Верховного судьи легализуют его. Это была легализация Ингулбаева. Абсолютно, Амзат Гилаев, абсолютно точно, стопроцентная легализация была. Я еще скажу. Ладно, проехали. Сейчас буду рассказывать все секреты, а потом нечего будет, когда встретимся на суде и разговаривать будем. Вот там они будут уже готовы. Так, поехали дальше. Среди этого потока информации здравомыслие редкостное явление. Да, здесь тяжело остаться здравомыслящим. Айтукаев тоже ушел из Бартмашу. Совпадение? Ну, ушел, пришел. Цаш Борисович, Чечня и Россия, Машвой. Истина выходит наружу, Далмуа. Мое мнение насчет Закаева и Ингулбаева. Закаев в глазах людей не только чечен, но и других поднялся на голову, дав слово, показав им интеллект Ингулбаева. Ну, какой он интеллект показал, Питер Вольф? Какой? Ну, я просто не вижу смысла. Когда Хусейн, да, который в Украине сейчас находится, парень, сказал и прервал этого Ингулбаева, не дал ему сказать слово, вышел Алимпаш Салтуханов, вернул его, когда уже этих бойцов наших там уже не сидят, но вернул, и Алимпаш дал ему докончить. Это не так просто, что там Закаев показывал какой-то интеллект. Ну и что показал он? Тогда можно было туда и Кадырова пригласить, дать его интеллект. Говорит, нет. Ладно, поехали дальше. Аллаху барца боль ночью. Амин, Вольф, амин. Ну, вы барт хирбатшун. Вайнюка агентур мел. Вайнюка мэш ночи мел боца. Вайнюка цамулилеш бол ночи. Вайнюка буй. Вай барт хил битер батшун. Цундел дучу душу наси. Цундел. Открыто сайва гоч свумил ухуш. Цершиош мадар вадуч ашушунсо. Куз хасхи чи кайрах шлуши я цаму задание луахайни ашвачунсо. Просто я другого выхода не вижу, чтобы, пожертвовав собой, дать вам всем узнать эту кухню, эту поляну, которую нас разводят, как лохов пытаются развести. Так. Ложь, правду, смеша выдают это. И у людей в голове бардак и каша полная. Пока разберутся, что к чему, тяжело из потока льющейся лжи и неправды вылавливать частицу правды. Вот для этого я, чтобы вам было попроще, сижу и занимаюсь тем, за что не говорят спасибо. В России не получилось гнуть свою линию. Решил перейти на сторону Америки и туда пробовать. Я не понял, Big Dag. Ты такую чушь сказал, что сам, наверное, ты не понял. Я уже свой голос за тебя на будущее отдал. Запомни, меня зовут Лафайет. Лафайет.
Так, я не участвую, я рядовой гражданин, я еще раз тебе повторяю, я уже об этом 100 раз говорил. Я ни в чем не буду участвовать, я рядовой гражданин. Схему, сколько людей подставили, когда прогнали, что Том Сойер, мне жалко его было. Схемы, сколько людей подставных, когда прогнали, что Том Сойер, мне жалко его было. Что меня удивляет, как тебя еще не замочили, говорит Хан. Ну, Хан, да, на самом деле, конечно, пробы были, покушения готовились, и много чего готовилось, делалось, но немецкие специальные службы очень хорошо работают. Я открою секрет, и в этом плане у меня, ну, конечно же, и президента убивают, незастрахованных нет, но еще не вечер, как говорится, Хан. Еще тебе предоставится такая возможность не удивляться. Ах, все-таки это произошло. Так, здравствуй, Астан. Вот у нас какой-то реалити зашел. Здравствуй, здравствуй, реалити. Так, Валак, Ордан, Динхар, Дойнш, Вайнюкир. Вайнюкир, Дойнш, Вольф. Пока есть агентура, Хирдолшду. Но смотрите, в России, когда они оккупировали нашу территорию, мы не можем их вычистить, зачистить. Но здесь мы можем их зачистить. Нам нужно просто не бояться говорить правду, выявлять их. И сейчас ситуация в корне изменилась. Вчера мы были террористами, выдуманными террористами, а теперь они реальные террористы. Поэтому мы должны собирать информацию и передавать. Не стесняться, не бояться всех, кто работает на Россию, передавать эту информацию, достоверную, конечно же, местным службам. И эти местные службы сейчас будут штыком и гранатой выкорчевывать вот эту всю гибню отсюда и выкидывать их туда. Поэтому сейчас время собирать камни, друзья. Трудитесь. Так. Цена на нефть упадет до $30, Россия не выдержит, страна развалится. Абсолютно точно, Роман, мы на это очень сильно рассчитываем, потому что именно вот мобилизация, она в том числе связана с тем, что с деньгами в России начинает становиться туговато. Потому что мобилизованным ничего платить не надо, а другим нужно было платить там 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, там какие-то не деньги платили. Поэтому в России все очень плохо. У России так плохо, как никогда у нее не было плохо. И вот эти заявления Путина, Патрушева, что они напали, потому что на них хотели напасть, потому что там их там чуть ли насильно завели в Украину и так далее, это говорит о том, что они готовятся к суду. И вот эти гибнущие люди, вот эта мобилизация, это делается для того, чтобы максимально оттянуть свое поражение. Оно неизбежно. Это еще только воюет Украина оружием, которое ей выдают там маленькими дозированными нормами. Хотя, вероятно, это может быть такая военная хитрость у украинцев. Я даже это допускаю, что у них есть атомное оружие, которое им передали американцы. Я думаю, что в случае, именно поэтому Путин боится, потому что в случае, если он нанесет, то ответный удар, об этом, кстати, Зеленский говорил, что нам нужно ядерное оружие, мы будем свое разрабатывать и так далее. Они могут сказать, украинцы, что мы разработали свое ядерное оружие, нам никто не давал. И если по ним нанесут удар, они сразу же ответят. Поэтому еще большие сюрпризы ждут русских террористов. А ты что сам посчитал денежки российские? Так, это мне что ли? Люди устали от всего. Нам не нужен президент. Нам надо права, защитники людей. Да? К нас едут леопарды, друзья. Серж, абсолютно верно. И наша Германия, она первая вам поставит эти леопарды. Да? Наши немецкие леопарды. У него есть американское гражданство, живет в Лондоне. Это ты мне говоришь? Нет, у меня нет американского гражданства, я живу в Германии, в городе Гамбурге.
Почему твоим землякам, которые воюют на стороне Украины, не дают гражданство, не доверяют? Биг Даг, это, наверное, тебе надо украинцев спросить. Почему ты меня об этом спрашиваешь? Никогда, Аслан, только не про моей жизни, не про моей. Я пропускаю, говорю, потом читаю и уже не знаю, что вы имеете в виду. Но мы желаем победы Украины, да, Мула? Да, именно так, Адам Польский. Мы желаем Украине победы. И будем всячески ей в этом поддерживать. Последние дни Гитлера в бункере тоже была агония, хотя уже было ясно, что война проиграна. Абсолютно верно. И обратите внимание, Гитлер, который ради Великого Рейха, ради великой арийской нации, ради немцев, да, получается, возвеличивание немцев, он этим хотел поднять на высоту немцев. Последние дни, когда уже под Берлином шли, под Потсдаме шли уже бои и так далее, он собирал детей фактически, Гитлер-Юген, да, так называемый, 12, 13, 14 лет, детишек, да, он о немцах так думал, и этих детишек бросал в огонь, чтобы один лишний день продержаться, самому прожить 1-2 дня, чтобы протянуть, он вот этих детей бросал. То же делает Путин. Тем более они сейчас тюрьмы освобождают, много зэков сейчас там погибает. Ну и малые народы, например, чеченцы, дагестанцы, буряты, калмыки и все остальные идут просто потоком. Они их туда бросают в пекло. Тела валяются на полях, их никто не убирает, которые у них забирают они тела, которые они получается взять, они их сжигают, чтобы не сообщать родственникам о погибших. И в этой войне будет очень много без вести пропавших. Вот такие они. Вот такие они. Он просто уничтожает малые народы. Да, Мак, абсолютно точно. Но время придет скоро. Дай Бог. Спасибо вам за поддержку. Вы это понимаете, как никто, что такое Россия. Россия всегда была безнаказана. Да, Серж? Именно так. Так. Салам, брат, салам. Салам, Мак. Так. В Солидаре сейчас идут бои, 4 часа назад сообщается. Идут тяжелые бои. Противник произвел замену своих подразделений, увеличил количество вагнеровцев. Россияне бросают на город все силы, но захватить не могут. Маляр сообщает об этом. Грузия, Осетия, Чечня, Ингушетия. Гочи, да, Гочи получается. Лафайет, знаешь, зачем он это пишет? Потому что у него не хватит мужества прийти и лицо такое сказать. Если он говорит, что я враг мусульман, атеист, то есть выводит меня из религии, он сам уходит из религии, если верить этим хадисам, которые так говорят. Поэтому ничего страшного, он не делает мне никаких проблем. Это он делает сам себе только хуже. Все говорят, что скоро будет война в Германии. Вы как думаете? Я не думаю, что дойдет война до Германии. Но я могу сказать, что если она все-таки дойдет, а дойдет она только после проигрыша Украины, что практически невозможно, то я думаю, мы вам дадим таких, ну, имеется в виду русским фашистам, таких, которым мало не покажется, да?
Брат не слушает. Договорились, Мак. Не обращай внимания, пропускай глупых. Да я так и делаю. Харпутини, пампиш, мадух гулелла, хочу або война. Ола, война ацел, лагдацел, дошел, мектор дождик. Ола, стрим Жюля Иза, война, тебе надо начать стримы. Вагнеровцы мешками накрыты в центре Солидара, никто не забирает, гонят на убой и сзади арта бьет. Да, абсолютно, я знаю, Серж, я знаю, как они воюют, сам лично наблюдал, как они воюют. И да, они так воюют, заградотряды и так далее. Именно так. Уличные бои идут. Да, уже 9-й день идут уличные, 10-й день уже идут уличные бои. Так, кто после вас заявит о независимости РФ? Как думаете, кто после вас заявит о независимости РФ? Я думаю, что Ингушетия уже заявила, представитель, я не знаю, кто эти люди, но в Турции был съезд ингушский, и там заявили ингуши, что они уже готовы выйти из состава фашистской России. Я думаю, это только по нарастающей. Этот год, друзья, будет самый интересный год из всех годов, которые были до этого. Это будет самый интересный, увлекательный год поражений и неудач фашистской России. С чем я вас всех и поздравляю. Что говорят Леонид Гозман и Игорь? Не знаю я, что они говорят абсолютно. Спасибо, приятно услышать. Докладчик, слава Украине. Героям слава, Виктория. Героям слава. Иншаллах, Дайлафет. Думаю, американцы внимательно следят за Путиным. Путин подходящая кандидатура для развала РФ. Следят не то слово, он полностью под колпаком. Среди Украины и Германии есть Польша. Среди Украины и Германии, между Украиной и Германией есть Польша. Да, да, есть, конечно. Хотите узнать, почему мы бесконечно спорим? Начнем с того, что никто из спорящих не прав. Амин война, амин. Ассалам алейкум. Ва алейкум ассалам. Аллах, Казахстан. Путин великий человек. Вам до него, как до Пекина. Катафалк. Катафалк, у тебя ник самый крутой ник. Он соответствует твоему величию и тому, что ты возвеличиваешь человека, который укладывает вас в катафалк. У тебя отличный просто. Ты крут. Ты самый крутой просто. Хан, еще у Аслана страховка на 3 миллиона евро, прошу заметить, леди. В случае чего 50% идут на дело Ичкерии. Абсолютно верно. Моя жизнь застрахована, жизнь и здоровье застрахованы на 3 миллиона евро. Поэтому 1,5 миллиона уйдут в фонд Ичкерии для борьбы с фашистами, Дион. Так что я каждый месяц плачу за страховку. Если вы уж делаете, то давайте побыстрее, ребята. То накладно мне платить, я вам скажу, прилично уходит каждый месяц. Так, малые народы теряют только русских манкуртов. Да. Бумеранг прилетит к Путину и замочит его в сортире. Да, Эдмомедов, да, Мула. Витаю тебя, витаю это. Ну вот смотрите, Катафалк рассказывает, что Путин великий человек. Он их убивает, он их посылает на абсолютно бессмысленную войну. Вот ни за что они воюют. Для того, чтобы Путин не вылетел из Кремля и чтобы банда ФСБ не была привлечена к уголовной ответственности. Они его восхваляют. Ну раб с ником Катафалк. Просто представьте себе. Это невероятно. Невероятно просто, товарищи, дело. Путин кестится, война. Нет, он должен сесть в тюрьму. Не надо ему умирать. Он должен сесть в тюрьму. Его должны будут судить.
И он должен будет рассказывать про все свои преступления. Он должен пройти эти все круги. И должно быть зафиксировано для нас, для чеченцев, это важнее, чем для украинцев, для американцев, для всех вместе взято. Для нас это больше даже важно, чтобы именно суд над ними был. Потому что на этом суде будет доказаны те преступления в правовом судебном порядке, будут доказаны те преступления, которые совершил этот преступник, и эта банда ФСБ против нашего государства и народа. И нам это нужно зафиксировать. И в новом миропорядке, как когда-то евреи, Израиль, как становился, когда ООН организовывалась, туда включили позже Израиль. Вот точно так же мы должны на этом суде доказать все преступления. И на ближайшие 100 лет приблизительно мы будем находиться в полной безопасности и являться субъектом международного права. И наша задача, здесь вопрос не стоит, освободимся мы, не освободимся, привлечем мы их ответственности уголовной или не привлечем. Так вопрос не стоит вообще. Здесь вопрос стоит, чеченцы, какое место мы займем после того, как мы освободимся и привлечем уголовной ответственности в новом миропорядке. Мы должны занять такую позицию, мы должны наладить отношения со сильными странами, с Америкой, с Англией, с Германией, с Францией, с Украиной. Со всеми этими странами мы должны наладить такие контакты и отношения, чтобы когда наше государство будет устанавливаться, у нас были супер крутые паспорта, например, как немецкие или какие-либо другие, где у нас будет безвиз в Америку, в Англию, в Евросоюз и так далее, и так далее, и так далее. Ну, много чего нам предстоит, и для этого нам сегодня нужно быть настолько мудрыми и аккуратными в выверении своих шагов, своих действий, в своих действиях, что это сегодняшние события наложат отпечаток на 100 лет вперед. И моя задача, например, как я вижу это, чтобы ближайшие 100 лет на нашей территории, чтобы не было войн, чтобы мы установили такое государство, где мы будем защищены со всех сторон, и у нас все будет отлично. И на нашей территории не будет войн, и мы сможем вырастить наших ученых, наших врачей, юристов и так далее, и так далее. Вот какая вот у нас должна стоять огромная просто, я не знаю, супер-мега-гигантская просто задача перед нами стоит, которую мы обязательно реализуем, да, Аллах. А как смотришь на кооперацию Ичкерии, Ингушетии и Грузии? Гипотетически, насколько такой альянс жизнеспособен в реальности, по-твоему? Многие считают, что это чуть ли не лучший вариант. Ну, я не знаю, ГПУ Туркс, о чем ты говоришь, а кто такие эти многие, потому что я не видел этих многих, никаких работ по этому поводу я не читал. Но я считаю, что Кавказ должен быть единым, как Евросоюз, и мы должны жить без границ и свободно. Но с учетом того, что многие кавказские народы не проявляют, да, отдельные бойцы сражались, гибли, но не проявляют желания бороться за свою свободу от оккупации. Я думаю, что это не касается ни Грузии, ни Ингушетии. Нам придется немножко повозиться. И главную скрипку, конечно, я бы хотел, чтобы играл в этом город Джохар на Кавказе. Как, например, в Европе политическая столица является Брюссель. Вот я приблизительно это так вижу. Но к этому мы должны прийти, в этом я не сомневаюсь нисколько. Ну, посмотрим, посмотрим. Насильно тянуть мы не можем никого. Не насильно призывать кого-то жить свободно никого не можем. Так, фашистов выбили из центра Солидара. Слава Украине. Чечня не Россия. Героям слава. Так, они... Ну, кичнук дал, мол, а пускай заходят. Это русня, да.
Так, Асан, он убивает их не просто так, в этом есть необходимость. Убивая россиян по чуть-чуть, тем самым он заранее предотвращает тысячи убийств в будущем. Ну, видимо, да, Амзат, видимо, да. Как ответил мне русский, так было со взрывами домов, да. Аллах рейсер, масса нахуй ГП турк. Нохчу, увы ГП туркс. Вамуан нохчу, сон дичь моделир. Аллах рейсер, масса нахуй, Аллах рейсер. Так. Короче, точно за тебя среди секунд. Так. Сколько конфликтов за 30 лет развязала РФ, и у них один смысл, чтобы царь усидел на троне. Да, банда ФСБ, чтобы осталась у власти. Да, совершенно верно. И вообще дик вариант. Хидер он должен признать все преступления. И ничего высшим до войнах. Это просто, я понимаю, наше желание быстрее отправить его праотцам, ему и так немного осталось. Но нам нужно его судить. И его, и Патрушева, и Кадырова, и всю вот эту кодзлу бандитскую. Так. Так. Слава Украине, героям слава. Салам алейкум настоящему ночи с Бухары. Ва алейкум ассалам, Бухара. Витаю. Алгай Аслан. В войнах. Да. Понял тебя, брат. Москва обречена, и этого ждут миллионы людей. Анархисты, я думаю, этого ждут миллиарды даже. Слава ЗСУ. Героям слава. Да. Это Кавказ. Ассалам алейкум. Ва алейкум ассалам. Друзья, да. Привет. Мадийцара Ширумш. Слава Ичкерии. Героям слава. Героям слава. Слава Украине из Казахстана. Мы ждем победы Украины. Отлично. Героям слава. Да, Алмула, все будет Ичкерия. Да, Алмула. Путин, походу, сбежит, как Гитлер, оставив вместо себя одного из своих двойников. Ну, живым точно не оставит, убитым, наверное. Оставит, да? В случае проигрыша Путин закроется, и их невозможно будет судить. Но это они так думают, Арт. Это они так мечтают о том, чтобы что они закроются. Но сейчас уже не получится, понимаете? У украинцев супер мощное оружие, которое русским даже не снилось. И украинцы уже, они не признают, правда, это, но я уверен, что это все-таки не инопланетяне бомбят там Энгельсы, разные мосты, там все такое, аэропорты в Энгельсе и так далее. Поэтому эта ситуация теперь уже не зависит от русских террористов. Да, начинали очень сурово 24 февраля, начинали это в 2014 году, мы все это знаем, как террорист Гиркин по приказу Патрушева пришел и начал вот это все мутить. Мы это все прекрасно знаем. Но сейчас уже у Украины столько оружия, и уже украинцам дали столько мотивации просто не останавливаться. Да, сейчас, наверное, украинцы говорить об этом не будут, да, но я не сомневаюсь,
И уже русские сами не сомневаются, потому что Москва уже окапывается, в Москве переводятся заводы под подвальные помещения и так далее, и так далее. Что будет осада Москвы, я не сомневаюсь, что будет бомбардировки Москвы и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому и возможно, уже поговаривают об этом, ну как бы между строк это читается, что НАТО может втянуться в этот конфликт. Поэтому вот я тут читал разных уважаемых людей, американцев, и есть основания полагать, что как бы Байден не пытался избежать вот этого конфликта, где Америка принимает участие, по всей видимости, Америка будет принимать участие. Скорее всего, к этому все это придет. Так что как-то так. А начиналось как? Помните? Вот мне тут пишет кто-то, что там фантазер и так далее. Да-да, демилитаризация, денацификация. Сейчас мы там вам покажем. Вы хотели, говорит Путин, но вы получите. А теперь скулит из-под этой подшконки, как пес просто плешивый. Так что, да-да-да, мечтайте, мечтайте. Мне вас очень жаль, что вы так в плену своей пропаганды пребываете, да? Love to Ukraine. Да, Аслан, Путин давельч кица сынны наутрвац хутр в войнах, цашикуяц, но если Россия, просто Путин умрет или там его сместят, это не решение вопроса. Фашистская Россия и террористическая банда ФСБ должна быть осуждена. Вот это надо четко понять. Ни мы, чеченцы, ни украинцы, ни грузины, ни кто-либо другой, ни американцы, ни тут Европа не получат спокойствия и безопасности, если террористическая банда ФСБ не будет признана таковой в соответствии с решением трибунала международного. Поэтому вот это должно быть обязательно произведено. Без этого решение этой проблемы не состоится. Желаю вам силы от Бога. Дуже дякую, дуже дякую. Ну, там же не один Путин, там система преступной власти, один сбежит, есть еще падший и так далее. Да, Серж, вот я поэтому и говорю. Мы послали больше ракет, Леон. Что делаем евреи у власти? Ольга Пхов, я не знаю, что вы тут несете, бред пишете. Сан эвр кит соцерборчина ночи дуктуан бина вейна шуаш дакелган избоуштах. Так, понял, Гиркин враг, но он достойный враг. Нет, Гиркин недостойный враг, я тебя уверяю, Роман. Гиркин это просто садист, маньяк. Ничего это недостойный враг. И то, что правду он говорит, таким образом он есть пропаганда, которая работает, да, усиленно, которая подчиняется там линии партии, там ФСБ, Путину и так далее. А есть Гиркин, человек Патрушева, который говорит определенную правду для людей, которые в теме, которые принимают решения. Для них пропаганду говорить нельзя. Вот ложь, она идет для простых вот этих рабов в России. А Гиркин говорит для тех людей, которые принимают решения, и которых большое количество людей, которые там военные, ФСБшники и так далее. И он им рассказывает о реальном положении вещей. Вот что делает Гиркин. И это абсолютно не, скажем так, недостойный человек. Это мразь и подонок. Это садист и маньяк, который не гнушается убивать женщин и детей. Я уверен, что именно он стоит за взрывами в 1999 году, за взрывами домов своих же граждан российских. Слава Украине, героям слава, Марьяна. Украина, Сирия, Гунбойч, Буэйнаш. Украине, Сирия, Гунбойч, Буэйнаш. Так, привыкли беспредельничать у соседей безнаказанно, а сейчас не тот случай. Да, в нос получили. Привет из Запорожья. Привет, привет, Запорожье.
Что ты мелешь, говорит Зоя. Зоя, я вам открою правду. Вы будете шокированы правдой, которая вас ждет. И вся пропаганда, вся ложь, которая вам навешивается, поверьте, это все ложь и обман. Слушайте меня и «Голос Америки», и все у вас будет нормально, Дэвид. Россия должна быть наказана, иначе она через время будет снова распускать руки. Да, именно так. Вам Россию не победить. Да, расскажи этого ЗСУ. Так, первые 140 миллионов зомби появились в Рашке. Да, Чечня не Россия. 100% есть оригинальный Путин, сидит в бункере, а двойник на встречах. Может быть и так. Так, Асан, как думаешь, действительно есть двойники? Ну, я не думаю, что в таком плане, как двойники они есть, что он выступает там и так далее. Когда там машины перемещаются, похожи внешне, там одежда, комплекция, вот такие двойники есть, там посадить в машину, выехал туда, а этот сел в эту машину, в другую машину и выехал в другую. Такие есть, но что выступает, я в это не верю. Голос, просто по голосу, голос как отпечаток пальцев. Нас определяют, когда мы разговариваем по телефону, например, фашистская Россия, да и здесь это все работает. Фашистская Россия, они определяют вас по голосу. Практически со стопроцентной гарантией, что они точно определят, что это вы. Это как сетчатка глаза, как отпечатки пальцев и так далее. Поэтому я думаю, если бы он говорил бы что-то, выступал бы и так далее, то в этом плане, я думаю, быстро выявили бы, что это не он. Поэтому двойники только вот чтобы машину пересесть, где-то там, например, на КВН приехал, посидел и уехал там похожего. Вот так может быть. А что вот он выступает и говорит, в это я не верю. 100% есть оригинальный Путин, сидит в бункере, а двойник на встречах. Ну вот, я как раз об этом в Чечне России сказал. Только звук останется от Москвы. Да, пес бункерный. Да, Асланбек. В 812 году Москву сожгли казахи и спасли. А если в 21 году сожгут Москву еще раз, то казахи не помогут. Ну я не знаю, кто там спас. Москва сгорела. Наполеон просто развернулся, надоело ему и ушел. Вот и все спасение. Еще имперские амбиции русских тоже надо будет притушить. Сами с собой притушатся. Знаешь, как их посадят на пятую точку, Дион? Аслан, Москва, Эхтин, Инваш, Цящаш, Эхтин, Дарон. Один сосед там заметил и позвал ментов один день. Война, я об этом знаешь сколько раз рассказывал. У меня есть на том канале, на реалити моем канале, целый плейлист, где я вот рассказываю все подробности, там новые факты я выявляю. И все из открытых источников. Поэтому я знаю, что за этим стоял Путин и Патрушев. И я полагаю, что и Гиркин был непосредственно исполнителем. Россию надо стереть с земли, а предателя надо вешать, чтобы другим было не пала. Да, ну не так грубо, Адам Польский, но я отчасти согласен, что Россия должна быть разделена на несколько государств. Хватит, они уже столько крови попили, ни за что просто. Надо пожить по-человечески, в демократическом, цивилизованном обществе нужно пожить русским террористам. Хамзат, так, это не меня, где массовая информация, так, ядерку, тогда так. Асан, ты бы не хотел зомбированных россиян троллить чат рулетки? Заур, я просто устаю с ними разговаривать. Я уже давно не заходил, правда, в чат-рулетку. Там один мат-перемат с ними, когда общаешься, это раз. А во-вторых, ну просто чтобы более-менее вам что-то достойное показать, для этого нужно несколько часов потратить. Просто чтобы найти более-менее адекватного, кто хотя бы не матерится. Или же, а я не приемлю мат, именно в эфире имеется в виду. Поэтому мне нужно это запикивать. Это большая сложная работа, которой у меня нет просто времени. Проще пообщаться с вами, поговорить на насущные темы.
Так. У бункерного стол метровый. Какие... Так, куда делось? Какие встречи? Двойник ездит везде. Так, Рашка, это... Вы зря только людей обнадеживаете. Я зря кого обнадеживаю или нет, но по шее вам дают там ЗСУ, я тебе скажу, обнадеживающие. Так, так. Ассаламу алейкум, брат, ассаламу алейкум, салам, Казахстан. Ассаламу алейкум и Россия. Хаячурк цахилла, мадук жишк хилла царга. Алейкум ассалам. Да, совершенно верно. Мяса у русских много, и они его засылают. Да, это так. Этот план такой: перемолоть российские войска в Украине и оставить без зуба, а потом взять босую и голую. Ну, армия уже перемолота, сейчас идут уже эти призывники, ну, мобилизованные. Я удивляюсь, говорит Чечня, не Россия, когда некоторые болваны говорят, что Россия не развалится, она сильная по сравнению с СССР, Россия мальчик в песочнице. Да, именно так, Чечня, не Россия. Ассаламу алейкум, Асан, скажите, сами гражданины Чечни довольны Кадыровым? Алейкум ассалам, ислам. Нет, конечно, как могут быть люди довольны предателем человека, который назывался нашим сторонником, перешел на сторону, ну, на той стороне он был просто, видимо, засланный. Поэтому нет, конечно. Посмотрите, есть в ютубе темницы двойники Путина, як их разрезняйте. Ну, есть эти видео, я видел, что у Путина есть двойники, говорят, 3-10, но я так отношусь к этому. На Мадох Кондуис убивали своих же только из-за того, чтобы по-своему легитимно напасть на Чечню. Да? Алейкум ассалам бек машволь. Сразу скажу, как гражданин Чечни, нет. Так. Сейчас получил инфо от украинца. Тяжелые бои, но русских косят там только так. Да, сейчас идут конкретные тяжелые бои. В данный момент идут очень серьезные тяжелые бои. Бла-бла, ты про что спрашивал? Бла-бла, бармен. Про что ты спрашивал? Ты повторил свой вопрос. Какое положение на Украине? Реальная картина. Не на Украине, а в Украине. Если по-правильному говорить. Да? Во-вторых, идет война, тяжелая, кровопролитная, тяжелейшая война идет. И украинцы доблестно, мужественно, достойно бьют оккупанта так, как оккупант даже не предполагал, что его могут бить. Как мы приблизительно чеченцы его били, вот так его бьют. Только сейчас и оружие помощнее, и дальше бьет, и точнее бьет. Бла-бла. Я в начале своего стрима говорил про вот этого агента российских спецслужб Тунсу Абдурахманова, которого здесь в Германии сейчас, который сейчас под следствием находится. Поэтому, если ты хочешь, зайди на мой канал Human Rights Center Ичкерия, подпишись заодно и посмотри. Я подробно рассказал про, и в других своих стримах рассказывал. Ресурсов у Путина хватает, пропаганда работает, но страну потеряют. Да, именно так, Роман, именно так. Пока есть и агония, которая сейчас у русских, у государства, вот этого банды ФСБ, которая сейчас есть, он еще имеет запас прочности и определенной степени еще он в своей агонии много еще крови прольет, и своей, и чужой. Потому что Путину, как когда-то Гитлеру, нужно протянуть лишний день. Лишний день.
Силы равны, а человеческий резерв Украины каково? Ну, человеческий резерв, ну давайте исходить из того, что происходит. Кто больше мотивирован? Русские мотивированы или украинцы? С каждым днем мотивация украинцев усиливается. Мир им помогает, оружие необходимое поставляется. Если есть оружие, если есть обмундирование, если есть питание, то человек может вести войну. Тем более, если он хорошо мотивирован. Украинцы очень хорошо мотивированы. А русские террористы же берут из зон, там всех подряд, гонят там на убой. И нам об этом не рассказывают, конечно. Но тем, кто причастен к этой войне, кто собирается пойти на эту войну, кто уже там находится на этой войне, вот эти новости, что их косят только так, это, я скажу, уверенности и мотивации не прибавляет. Да, конечно же, украинцы тоже люди, они тоже умирают, они тоже мерзнут и погибают, и кровь у них тоже течет. И им страшно бывает. Вообще страх — это нормальное, естественное состояние любого человека, здравомыслящего человека. Но смогут ли они победить? Я имею в виду русские террористы, абсолютно уверен, что нет. Нет. Четко и однозначно мир заявил, что победить России не дадим. Украина должна победить. И это произойдет. Хочется кому-то это или нет. На стороне Украины выступает весь цивилизованный мир, который объединили в защиту Украины англосаксы, американцы и англичане. И американцы и англичане прямо открыто заявили, что они будут за Украину до ее победы. И теперь тут вопрос стоит фактически. Победит Украина, и если проиграет Украина, проиграет Америка и Великобритания. А за последние 100 лет, за последний век, может быть даже больше, англосаксы не проиграли ни одного сражения. Те ресурсы, которые есть у американцев, сам Рогозин рассказывал, есть еще в 2013 году он говорил, одновременно 6500 ракет запускается по всей территории России одновременно, и уничтожается вся инфраструктура фашистской России. И все, и больше Россия ничего не может. Ни света у нее нет, ни топлива нет, ни самолетов нет, потому что все уничтожается. 6500, 7000 ракет. И за несколько часов фашистскую Россию просто можно вогнать в каменный век. Просто к этому это идет, и этому это обязательно подойдет. Просто есть план действий, и этот план потихоньку осуществляется. Вот и все. Нам рассказывают, что украинцы воюют там за Америку. Нам, чтобы украинцам я это говорю, нам рассказывали, чеченцам рассказывали, что чеченцы, мы видели своими глазами, что воюют только чеченцы, а нам рассказывали, что там воюют какие-то со стран Балтии белые колготки там называли, арабы, африканцы, украинцы, кто у нас там, все, весь мир воевал, одни чеченцы не воевали в этой войне. А реально 12, 13, 14 украинцев у нас было, несколько десятков арабов было со всего мира, которые приехали, 20-30 арабов, потолок просто может быть. Все остальное, вот точно так же сейчас нам рассказывают, что украинцы не воюют, что там воюет НАТО, что украинцев используют там и так далее, и так далее. Если бы американцы, Запад перестал бы помогать, да, вот тогда бы украинцы узнали настоящее лицо. Некоторые украинцы, кто сражаются, они знают, именно поэтому и воюют. Но тот, кто не знает из украинцев настоящее истинное лицо фашистской России, посмотрите, что произошло с чеченцами, самым свободолюбивым народом, как они уничтожают нас. Вы еще даже всех деталей нашей вот этой
кухни не знаете, в которую нас вогнали эти русские террористы. Они еще удивляются, что мы их террористами, что мы на них еще недовольны чем-то. Вы даже не представляете, 1937 год в Чечне уже давным-давно идет, который сейчас в России будет. Сейчас отмена моратория на смертную казнь, будут расстреливать, тройки садиться и расстреливать только лишь за то, что там квартира понравится какому-нибудь КГБшнику, ФСБшнику. Будут расстреливать всю семью, чтобы отобрать квартиру. Так было в 30-х годах, так будет сейчас в России. Но в Чечне это уже происходит на протяжении долгого времени. Буча, которая была сейчас в Украине, вот эта Буча, вся Чеченская республика. Только в Буче людей освободили, и русские террористы сбежали. А Чечню с согласия всего мирового сообщества, в том числе при поддержке, к большому сожалению, и Украины, и Грузии, и наших других соседей, вогнали вот в этот 1937 год, и нам сказали: вот живите, это вы часть России, живите с людоедом. С бешеным людоедом, который будет вас поедать просто. Вот живите, ничего страшного, потерпите, чеченцы, ничего страшного. А потом мы удивляемся, почему кадыровцы появились и так далее. Потому что тотальная пропаганда. За слова убивают, за слова всю семью вырезают. Просто за то, что вы не согласны с этим. И вот внимательно, украинцы, посмотрите на чеченскую тему сегодняшнюю и поймете, что с вами будет, если вы проиграете эту войну. Они будут еще более жестокими к вам, чем даже к нам. Еще более. Потому что вы их на весь мир сейчас, мы их, правда, тоже поставили в позу зю. И вот вы их сейчас поставили. Они на вас так злые, что они будут просто вырезать всех и вся. Ну, в принципе, вы видите, что они делают. Вы видите, что происходит в вашей стране, как они стирают, как они бомбят роддома и так далее, и так далее. Весь мир рассказывал нам про Беслан, школу в Беслане. Хотя туда террористы зашли и потребовали одно единственное требование: не убивайте наших женщин и детей. А они убили и их, и всех детей и женщин, кого смогли там убить в этой школе в Беслане. И погибло 186 детей. Из 334 убитых заложников русскими террористами, матери Беслана об этом рассказывают. Не мы, чеченцы, говорим это, сами матери Беслана, есть такая организация, они говорят, что это русские террористы их из огнеметов, из танков расстреливали, убивали. Так вот, из 186 детей, убитых в Беслане, эта школа, до этого было уничтожено 225 таких же школ в Чеченской республике. То есть убито 42 тысячи чеченских детей. И весь мир говорит только о том, что в Беслане что-то произошло и так далее. Конечно, это трагедия, страшная трагедия. Дети не виноваты. Но ни один чеченец не убил этих детей. Русские террористы их сами убили. И русские террористы и матери Беслана в Страсбургском, в Европейском суде по правам человека в Страсбурге доказали, что Путин, и они на митинги до сих пор выходят 1-3 сентября, Путин с футболками, Путин палач Беслана. Вот какие страшные вещи ждут вас, если вы проиграете. Это абсолютное зло, зло беспримесное зло. Россия, ФСБ – это беспримесное зло. Это если на земле есть дьявольщина, бесовщина, сатана, то она сидит на Лубянке и в Кремле. Вот это зло. И это не преувеличение, я это говорю не просто так, я здесь сел и рассказываю, накликая на себя их гнев там, и так далее. Я знаю, кто они такие. Я видел я читал в материалах уголовного дела, я видел, как они воюют, что они творят в концлагерях своих и так далее. Поэтому это зло должно быть остановлено. Вот Даг тут пишет, смотрите, Биг Даг этот говорит. Но я понимаю, что это дагестанец, наверное. Почему там и так далее. Ну, самые мерзкие существа из всех вот этих холопов российских, это кавказские россиянцы, которые в душе принимают и не желают отдельно жить от России. Это самые ничтожные и жалкие существа из всех вот этих холопов и рабов. Это кавказские холопы,
которые душой и сердцем приняли эту фашистскую Россию и называют себя россиянцами. Так вот, вот такие бигдаги мы во вторую русско-чеченскую войну пошли на помощь спасать Чабан-Махи и Карамахи, дагестанцев, которые русские террористы при посредничестве из ФСБ, Патрушева, там, Степашина и так далее, и окружили, их уничтожали. И им на помощь, вот Чабан-Махи и Карамахи, два населенных пункта высоко в горах находятся, Даргинские два села. Им на помощь, их окружили, сперва им разрешили построить шариат там, а потом их начали уничтожать там. А у Басаева был договор с дагестанцами, чтобы просто иметь представление о кавказских вот этих манкуртах, которые есть, которые, я считаю, кто душой, я еще раз повторяю, душой и сердцем принимает эту фашистскую Россию, это самые ничтожные и мерзкие существа из всех кавказцев, из всех россиянцев, я бы даже сказал. И вот не дагестанцы пришли на помощь, а у Басаева, как у гражданина Чеченской Республики Ичкерия, никакой пост он не занимал на тот период, хотя он генерал, там все дела. Был договор оказывать помощь с дагестанцами. Это была замануха такая, которую нам приготовили. Был какой-то создан Совет народов Кавказа, я не помню сейчас точно название. И Басаева там сделали председателем, там ля-ля-тополя, там целая история, как они заманивали Басаева. И не дагестанцы пришли на помощь Чабан-Махи и Карамахи, а чеченцы пошли на помощь, добровольцы. Добровольцы. И это не было казусом белли, поводом начала войны, потому что Басаев с добровольцами, как рядовые граждане прошли, они никакие посты не занимали. Пошли на помощь. Потом началась война, пошли на помощь, а дагестанцы с оружием в руках побежали убивать чеченцев, которые пришли спасать даргинских женщин и детей, пробивать им коридор, потому что жители Чабан-Махи и Карамахи попросили чеченцев пробить коридор, чтобы вывести женщин и детей. И потом, за эти 20 лет войны, большая часть из кавказских манкуртов это были дагестанцы, самые жестокие, кто принимал участие в войне против чеченцев. И каждый дагестанец считал себя за долгом, не каждый, конечно, но многие дагестанцы за долгом пройти службу в Чечне. За это платили бабки и так далее, и так далее. Это так, я к этому Дагу, если что, обращаюсь. Так что много нужно украинцам понять, с кем вы имеете дело. Они сейчас тоже Ханкале служат. Да, Алекс, совершенно верно. Когда вы попадаете в Ханкалу, мне рассказывали, или они то выезжают, они там ездят, они не особо, у них там свои школы, там свои магазины, особо они не светятся. Вы как будто в Дагестан попадаете. Там много вот этих чморей дагестанских на нашей земле. За это мы тоже будем спрашивать. За это тоже. Да, мула. Кадыров тоже дагестанец. Я думаю, Кадыров это из казаков. Это не дагестанец. Хотя, может и дагестанец. Но это не важно. Гнида, она страшная, Леон. Асна, как ты думаешь, у мирового сообщества хватит терпения выковыривать всю агентуру по всему миру? Эдмамедов, я думаю, я не знаю, если честно. Я думаю, я уверен, что без этого мы не справимся. Но если будет осуждена вот эта террористическая банда ФСБ, то в таком случае нам не нужно будет каждого выковыривать. Они заползут под корягу и оттуда будут визжать или не дышать и не моргать. Они так будут сидеть. Но нужно террористическую банду ФСБ осудить, как когда-то нацистскую СС осудили. Вот приблизительно так с ними нужно поступить. А дальше, будут где-то там бегать, прятаться и так далее. Но без этого мы не справимся, если мы не осудим террористическую банду ФСБ. Большая работа, большая, это историческая работа. Так.
Дело в том, что Европа до сих пор боится Путина, поэтому не признает Ичкерию и не дают танки Украине. Но, Алик, это не совсем так. Это не совсем так. Смотрите, Организация Объединенных Наций, для того, чтобы мы вступили, нам нужно, чтобы мы стали субъектом международного права, есть 5 постоянных членов Совета Безопасности. Одним из них является фашистская террористическая Россия. Так вот, ни одну страну нового члена, имеется в виду ООН, нельзя взять, принять без согласия вот этих 5 стран. Вот тебе и ответ. Нет смысла, но сегодня нас Украина признала, раньше нас Грузия признала. Ну а толку? Да, хороший политический шаг, нам всем приятно. Все, теперь украинцы не могут говорить, что мы не независимое государство. Их государство нас признало. Ну, очень хорошо. Это необходимо, и рано или поздно все так нас признают. А практическая, вот, осязаемая какая от этого польза? Никакой. Если мы не входим в ООН, где наши права отстаиваются, где мы можем свой голос заявлять, там, выносить какие-то вопросы на обсуждение и так далее, и так далее. Хотя мы были ООН как среди непризнанных государств, там такое тоже имеется ООН. Поэтому без разрешения вот этих 5 стран, а Россия никогда не согласится, пока ее не выкинут из ООН, никогда не согласится нас признать государством. Вот как-то так, да, если брать общую. Зурабаб, я вас признаю, братья мои. Да, Света, я слышал этого Альви, клип про Россию, восхваляет убийц чеченского народа. Да, абсолютно, я слышал. И я чуть, извиняюсь, чуть не стошнило меня. Это такая мерзкая песня, и это исполнитель такой, просто позорище. Ниже просто, ну куда еще? Как говорится, не трогайте певцов и кучеров. Они работают на любую власть. Ну и все, что можно сказать. Запомните его, украинцы, мы вам его выдадим. Мы выдадим вам каждого преступника, который пришел на вашу войну воевать и которого вы у нас потребуете. Мы каждого и вам отправим и отдадим. Запоминайте и составляйте списки, друзья. Мы вам их всех выдадим. Да, Алмула. Так, друзья, мы уже более 2 часов в эфире. Знаешь, Хамзат, так, нужно, чтобы признали столько, сколько Косово. Ну, как минимум. Да, Алмула, Заур? Надо. Нам нужна помощь. Нам нужна помощь мира. Понимаете? Наш вопрос не имеет военного решения. Наш вопрос лежит в политической плоскости, в дипломатической плоскости. Мы должны таким образом решить наш вопрос. Вот как будет. И нам должна помочь в этом Америка и Англия. У них есть деньги, у них есть возможности подготовить наши кадры. Нам нужны пограничники, полицейские, нам нужны юристы, нам все нужно. И у нас здесь в Европе есть кадры, молодые ребята, которых мы должны собрать в единую кучу девчонок, пацанов, подготовить их. И это долгий, медленный такой процесс, который мы должны делать. И мы это будем делать. Да, Алмула. Вот. Кого ты там выдашь? Появились кадыровцы, да, кадыровцы, подхолопные. Вас выдадим, подхолопные. Всех до единого выдадим. Аслан, думаю, нам Украина больше поможет, чем американцы и другие. Я так не думаю, Алик. Если кто-то может нам помочь, это американцы и англичане. Это англосаксы. Вот и все. И ихними потрохами отдадим их, Аслан, Бог Хамзат Гилас. Да. Аслан, да, алдикан духла, я ее леди, да,
тебя Кадыров быстрее найдет. Почему меня нужно находить? Я здесь сижу в Гамбурге, адрес они мой знают, банк притон фашистской России, посольство, консулат здесь у нас в Гамбурге, знают, где я. Ваш агент ФСБ Тумсо Абдурахманов, я ему свой адрес писал, когда только с ним познакомился, он знает. Кто вербовать меня приходил, он знает мой адрес. Но все мой адрес знают, приходите, пожалуйста, я здесь, пожалуйста. Так, ИПА Австрия. Смотрите, человек живет в Австрии. Американцы и англичане тебе помогут, так помогут, говорит, что ты не будешь хозяином своей семьи, говорит. Этот человек приехал в Европу, да, живет здесь и говорит, что он хочет что угодно, только чтобы Россия осталась, ему нужно. Вот он говорит, не нужно другого. Ну, уезжай тогда, уезжай, если ты за Талибан, езжай в Афганистан, если ты за Кадырова, езжай в Россию, чего ты сидишь здесь? Магента, про Закаева я много говорил, и в этом стриме говорил, и в других стримах говорил. И на канале Реалити, на своем основном канале, который сейчас временно забанен, я говорил тоже и про Закаева, и про всех вот этих товарищей я говорил. Поэтому смотри, пожалуйста. Конечно, можно, Эскирханов, конечно, можно, задавай. Разберемся с Русней, поможем Ичкерии и народу. Слава Ичкерии, слава Украине, героям слава. Алик, я с тобой согласен, да. Асан, побольше делай стримы, Асан. Сегодня много людей, чем вчера. Завтра будет еще больше. Людям нужна правда. И чтобы эту правду говорили почаще. Да, но не всегда бывает у меня время для этого. Понимаешь? Нужно еще много что делать. Так, Асан, так. Нам нужен чеченский Люксембург. На меньшее мы не согласны. Асланбек, нам нужна комплексная помощь. Анархист согласен. Так. Я думал, у чеченцев ингушей сильный понт, но наш понт меркнет перед русскими понтами. Хамзат Гилаев, я знаешь, когда удивился вот по русскому понту, больше, чем русский понт, вообще понтов в мире не существует. Когда я первый раз попал в Россию, в Петербург, и вот я увидел, как русские понтуются, я реально думал, что только чеченцы и ингуши умеют понтоваться. Оказывается, мы вообще не умеем понтоваться. У кумыков тоже понтов немало, говорит Заур. Заур, он сам, видимо, кумык, поэтому говорит. Так что ко мне, кумыки, претензий не предъявляйте. Так. У всех хватает понтов, Заур. Но по сравнению с русскими все блекнут просто. Не провокацию, сразу говорю. Искирханов, да, я так говорю, я утверждаю, что Тумсо Абдурахманов агент российских спецслужб, как и многие, которые сейчас на вот этом информационном поле вы видите. Как не все, конечно, но многие. И много раз я говорил. Много раз. Много раз я и разоблачал, и подробно, и так далее. Но меня везде блокируют. В России мой канал запрещает. Но об этом тоже я много раз говорил. Ладно уже. Хотите, смотрите. Все мои видео, все имеется на канале Reality. Так. Так.
Это ты, Ичкерий, который обращение делал, мечтатель, во. С адресом ты врешь. Ну почему же я вру? А я же не ты. В отличие от тебя я говорю правду. Так, Арт говорит, что я молодец. СВО длится уже почти год. Кто до сих пор за Украину, тому уже не помочь делал. Я не понял, что ты имеешь в виду. Но тебя найдут, говорит. Да. Мусульмане не понтуются, говорит. Да. Нормальные люди не понтуются. Мусульмане. Да, я агент западный. Сам ты агент. Доброй ночи, уважаемый. Я упустил, почему считаешь кадыровец? Я не сказал, что кадыровец. Я не сказал. Над Кадыровым есть банда ФСБ, которая управляет. А внизу вот эта шушера, которая нам создает информационно-политический фон. Они между собой могут грызться, могут много чего делать. А ты чей агент? Я агент чеченского народа. Эскирханов, его не убили, он под следствием находится, здесь в Германии. Так, доброе время суток. Говорят, что у Кадырова крыша поехала. Так. Она у него разве на месте была когда-то, да? Ну, еще один зашел, время от времени выскакивает. Да, Свет, я с Германии. Так, друзья, я тоже в этом убедился. А Саяникам просто в Дагестане про кумыка говорят, что у них понтов немало. А, ясно, Зор. Понятно. Тумсо это Феликс Дзержинский с бородкой, только кожаную кепку надо одеть, чекист. Нет, Феликс был действующим офицером, а это фигня из-под ногтей. Это агентура, которая ровным счетом из себя ничего не стоит. Это добровольные рабы и слуги этой системы, пленники и слуги этой системы. И они, их дети будут слугами этой системы. Но мы поставим точку, осудив вот эту террористическую банду ФСБ. Друзья, никогда и он стравливал ингушей и чеченцев, сел рознь. Это его работа была. Это его работа. Ему нужно было стравливать. Так. Тузи гвоздем прибили ухо к дереву и держат камере. Как не печально осознавать, но если снять розовые очки, то проблемы на пути нашей независимости много. Совершенно верно. Масана Хирман, но мы все сможем, мы освободимся. Дал Мула. ГПУ Туркс, Дал Мула. Да, я согласен, Заур, что работать на свое государство, неважно кем ты, это нормально. Но в России, в советской системе, вы работаете как надзиратель. Вам разрешается грабить, зарабатывать. Вы же это делаете не из-за идейных соображений, а чтобы зарабатывать деньги. Поэтому в этом смысле это враг. Особенно если это чеченец. Чеченское государство оккупировано, убив 30% от чеченцев. Все, кто работает на русских террористов, это враг. Это бессовестный, безнравственный мерзавец, который работает на своих убийц. Вот и все. Которому плевать на чеченцев. Нет, Старк, это агент российских спецслужб. Он не представитель народа Ичкерии, Тумсо. Это засланный агент российских спецслужб. Я это 3 года уже твержу. Я как раскусил его. Я вначале не знал тоже, как и вы. Давно раскусил, давно привел кучу доказательств. Не все. Потому что некоторые оставил на суд обязательно.
Всего самого хорошего, друзья. На этом я свой стрим заканчиваю. Слава Украине, все будет Ичкерия. Адикёль наш Оль. Господи, благослови Америку. И всех, кто ее не любит, загони ее в российский гетто, российское. Адикёль наш Оль. Так, прекращаем съемку. Адикёль ойнах.